Коми до 16 августа продлили ограничения по культурно-массовым и зрелищным мероприятиям. Также продлен запрет на работу ночных клубов и дискотек. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности. В нем также прописаны все санитарно-противоэпидемические меры, которые должны соблюдать кафе и рестораны. В минувшие выходные правоохранительные органы проверили, как интинские предприниматели придерживаются предписанных норм. Сейчас Россия входит в красный список стран по эпидемиологической ситуации. Регионы ужесточают соблюдение мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Масочный режим сохраняется на всей территории Республики Коми. При посещении заведений общественного питания посетители обязательно проходят входной фильтр, а весь персонал должен находиться в средствах индивидуальной защиты. Во время рейда правоохранительные органы в первую очередь обращали внимание на соблюдение данных правил. На сегодняшний день у нас танцплощадки запрещены, то есть проведение каких-либо дискотек у нас нельзя категорически. Вот это вот. Значит, когда вы пришли в питейное заведение, вас в первую очередь должны проверить температуру. Если у вас все в порядке, вас должны встретить сотрудники в масках обязательно, предоставить вам дезинфицирующее средство, которым вы обработаете руки, вы проходите. Посадка столов должна быть с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. То есть также посадка за столом, если пришли одной компанией, у вас посадка идет за один стол. Если вы пришли в разных, у вас посадка через стул, значит, через одно место за столом. Также обслуживающий персонал обязательно должен обслуживать в масках, в перчатках, пользоваться дезинфектором. В проверке заведений приняли участие не только сотрудники полиции, но и специалисты городской администрации. Время для рейда выбрали вечерний и выходной день. Далеко не во всех кафе были люди. Практически везде проверяющие видели пустые залы. Но отсутствие посетителей не является поводом игнорировать масочный режим. К сожалению, в некоторых заведениях сотрудников полиции встречал персонал без средств индивидуальной защиты. Про то, что необходимо проверять температуру у гостей, в некоторых кафе вспоминали только после вопроса: имеются ли у вас термометры. Администраторы, конечно, реагируют по-разному. У нас кто-то исправится, соглашается со всем, что да, действительно есть нарушения. В ближайшее время будет все устранено. Ну, некоторые, конечно, идут, так скажем, на конфликт, что у нас все-таки все есть, но на самом деле это не так. Не соглашаются с нашими требованиями. Говорят, что у них все в порядке. Из 5 проверенных предприятий общественного питания в 2 выявлены нарушения. В 3 соблюдаются необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. В ресторанах, где были гости, рассадка людей производилась через стол. Антисептики и термометры имелись в наличии. Через один, посмотрите, видно, вот, пожалуйста, молодой человек сидел, заказал столик. И через один столик, пожалуйста, смотрите. Не танцуют у вас? Нет. Нет, предупреждены, знаем. Музыка просто играет, танцевать не даем. Температуру посетителей меряете? Да. Меряем. Самих меряем, журналы есть, все отличается, все есть. Напомним, что за несоблюдение санитарно-противоэпидемических мер суд вправе применить административное наказание до 500 тысяч рублей или приостановить деятельность заведения на срок до 90 суток. В ходе рейдовых мероприятий сегодня был выявлен ряд нарушений. Значит, есть, конечно, заведения, в которых все соблюдено, а есть заведения, в которых есть нарушения в том же самом виде отсутствия антисептиков, отсутствия термометрии, то есть входного контроля. Также были проверены наличие масок у обслуживающего персонала. Их тоже не было в некоторых заведениях. Но в целом, в принципе, есть к чему стремиться. Санитарные нормы сейчас нужно соблюдать, потому что у нас рост заболеваемости идет. Будут приняты соответствующие меры. Сейчас в Республике Коми введена обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий граждан. В список также входят работники сферы торговли и общественного питания. Им необходимо до 6 августа сделать прививку первым компонентам.